Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, алхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Дорогие братья, спешу вас обрадовать или огорчить, что сегодня мы, иншаллах, завершим чтение этой книги «Бездонное море в причинах прощения грехов». И сегодня, иншаллах, мы полностью пройдем такие темы. Мы с вами проходили такие главы, и у нас осталась одна глава, такая большая, довольно-таки объемная глава, но я не вижу смысла изучать эту главу, потому что эта глава называется «Хадис ад-даифа ау маудуга фи асбаб аль-магфира», то есть хадисы или со слабым иснадом, или же мауду, то есть придуманные хадисы, которые не могут являться словом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в причинах прощения грехов. То есть мы знаем, что в отличие от Корана, хадисы, иснад хадисов, цепочка хадисов может быть разного уровня. Так ведь? То есть Коран — это аят, это сура. Ни в одной суре, ни в одном аяте, ни в одной букве у нас сомнений быть не может. Потому что то, как дошел до нас Коран, этот путь, иснад, называется мутаватир. Мутаватир. То есть Коран передавали множество людей из одного поколения, множеству людям из другого поколения. То есть не было такого, чтобы в одном поколении Коран знали там 5 человек всего, или там 3 человека. Нет. То есть тысячи людей, которые знали одновременно каждый аят, знали книгу Аллаха наизусть, они передавали тысячам или десяткам тысяч последующим поколениям, эти поколения передавали последующим, поэтому здесь ложь, она не могла никак проникнуть, потому что параллельно тысячи людей передавали. Вот это есть мутаватир путь. Но в отличие от Корана, сунна полностью, она мутаватир быть не может. Но тут еще мы знаем, что есть гарантия Аллаха. Где Всевышний сказал: «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна лаху лахафидун». Воистину мы не спаслали зикр, поминание, то есть зикр — это Коран, имеется в виду в этом аяте, и мы его хранители. То есть Аллах обещал, что Он будет хранить Коран, и не сможет к Корану подойти ложь ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади, потому что это гарантия Аллаха, и Аллах обещал хранить для нас Коран. Так ведь? Но что касается сунны, мы знаем, что ученые, когда изучают вот этот мусталахуль хадис, вот этот предмет хадисоведения, они изучают не только сам текст, да, вот что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или что он такое сделал, да, они изучают помимо маленького текста иногда, да, есть вот этот сложнейший путь, который прошел этот текст. Например, от нашего пророка любимого, саллаллаху алейхи вассалям, и до, например, имама Аль-Бухари, рахимахуллах, или же имама Муслима, или имама Ахмада, или Абу Дауда, имам Ан-Насаи. Это, мы знаем, известные ученые мухаддисы. И вот пока этот хадис шел из уст пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вышел, кто из подвижников это слышал? Сколько сподвижников слышали? Сколько риваятов есть этого хадиса? Версий есть. От этого сподвижника, то есть от первого поколения, сколько табигинов, то есть последователей сподвижников, сколько человек услышали? Изучаются биографии каждого человека, его богобоязненность, его нрав. Если в цепочке
например, там 7 человек, и в 4-м поколении был человек, который где-то был замечен, что у него была плохая память, или Аллах сохласын, он был замечен, что где-то что-то он исказил факт, не в этом хадисе, а где-то кто-то его слышал, вот этот есть факт, все, уровень хадиса опускается. Может, он достоверный, но ученый, он ни за что не напишет, что это был достоверный. Он уже может быть хасан. А если уже ложь там, он опускается до уровня зариф. Поэтому мы знаем, есть хадисы сахих, хадис сахиха. И среди сахих достоверных хадисов есть хадис мутаватира. Мутаватир, то есть это хадисы, это самые-самые надежные хадисы, они самые близкие к Корану, потому что их передавали целой группы другим группам. И вот так целым группам. То есть ни в одном поколении не было 2 или 3 человека. Может быть, было по 10 человек, может быть, 15. Это ученые сами ставили. Еще ученые ставят условия. А сколько человек должно быть, чтобы хадис назывался мутаватир? Мутаватир. Если где-то в каком-то поколении хадис не совпадал условиям мутаватира, да, все, он уже назывался хадис ахад, одиночный хадис. Потому что вот эти группы, большие группы уже не смогли передавать, потому что вот в 3-м поколении это было только 3 человека, например, или только 5. Вот поэтому это целая наука, это сложнейшая наука, машаллах, которую освоили мусульмане, и Аллах дал нам возможность, вот, машаллах, нашим ученым построить вот эту систему хранения, защиты, систему передачи хадисов, машаллах, выявления хадисов. Поэтому есть сахих, есть хасан, хороший иснад, который тоже используется, но он уже не сахих, он хороший иснад. Также есть, мы знаем, есть хадис, например, хасан ли гайрихи или сахих ли гайрихи. То есть, когда, например, сам хадис не совпадает требованиям достоверного хадиса, но из нескольких путей, когда доходит хадис, и все эти иснады хасан, вот эти хасан цепочки, они начинают укреплять хадис, и ученые уже говорят, что это сахих достоверный, ли гайрихи, то есть посредством других риваятов. Когда много-много риваятов, то есть он уже превращается в сахих ли гайрихи. Вот то же самое иногда, когда собираются много-много хадисов, например, которые ученые назвали, что это даиф, слабый иснад, они могут достичь уровня хасан ли гайрихи. Поэтому это целая наука, целая наука. И вот автор этой книги, сколько у нас, 50, да, было лекций или больше, да? Вот все мы аяты не обсуждаем, аяты уже все, это окончательно, да, на самом высшем уровне достоверности. Все хадисы, которые он здесь приводил, даже если в некоторых хадисах были какие-то разногласия среди ученых, например, кто-то сказал, что это все-таки недостоверный хадис, это зариф, но он приводил именно те риваяты, которые, и те сборники, когда ученые прямо боролись за этот хадис, что это или достоверный, или же хороший иснад. Поэтому прямо понимая, зная, что ученые сошлись во мнении, что этот хадис зариф, он ни один хадис не привел. Поэтому вот сколько тут у нас, сколько, больше 50, да, лекций было? Или там меньше 50, да? Неважно, но альхамдулилля, все хадисы, они, все иснад всех хадисов или достоверны, или хасан. Но разногласия они есть всегда. Например, этот ученый сказал, что это сахих, а этот сказал, что это хасан. А этот приводит риваят, что это зариф, потому что даже риваяты разные бывают. Например, почему вот у нас разногласия фикх такиля? Это не потому, что этот масхаб, он вот не знал сунну, да? Нет, потому что они доказывают, что этот хадис, он заслуживает того, чтобы ими юхтаджу бихи, то есть им можно доказывать, а эти говорят нет. Поэтому даже вот саляту тасабих, помните, тема была, по-моему, мы целую лекцию посвятили, это намаз тасбих.
которые вот бабушки, дедушка, особенно старшее поколение, совершает, но, к сожалению, многое молодежь, она просто говорит, что это зариф там, это бидгат, или некоторые говорят, и не совершает. Салятут тасбих, да? Мы с вами говорили, что есть целая группа ученых, которые говорят, что это хадисы, которые призывают нас к совершению салятут тасбих, намаза тасбих, сахих. Много ученых говорят. Есть группа ученых, которые говорят, что это хасан. Хотя хасан мы знаем, что спокойно мы можем использовать этот хадис, когда говорится «истат хороший». Есть ученые, которые говорят, что это зариф хадис. Даже есть ученые, которые говорят, что это придуманный. Поэтому это разногласия ученых. Но много ученых, мы с вами говорили, что... И поэтому он и привел этот хадис в книге. Не в голове именно вот причины прощения грехов, доказательством которым служит слабый хадис или придуманный хадис. Нет, он именно здесь привел. Потому что очень много ученых утверждают, что доказательства достоверные или хорошие. Поэтому вот все хадисы, которые он приводил, ученые говорят, что они сахих, хасан. А вот здесь уже идет целая глава, тут сколько страниц? Ну, довольно, сколько, 30-40 страниц, наверное, да? 30. Он привел, собрал риваяты, хадисы, которые люди думают, что это хадисы, да? А некоторые утверждают, может быть, используют в проповедях, на уроках. Он собрал все вот эти риваяты, чтобы показать, что они зариф, что они слабые, но есть среди слабых, потому что слабый – это еще есть вариант, что он может быть хадисом. Так ведь? Потому что в цепочке есть проблемы, поэтому ученые сказали, что это зариф. А вот когда уже идет маудух хадис, когда пишется хадис маудух, это уже придуманный хадис. То есть никто не имеет права говорить, что это хадис. Но, к сожалению, такое тоже есть. По-моему, есть на русском языке Хузур, издательство Хузур, года 3 назад такую брошюрку выпустила. По-моему, Мулла Али Кари написал вот эти хадисы, придуманные хадисы. То есть ученые специально собрали сборники хадисов, придуманных хадисов, чтобы мы знали, что это именно придуманный хадис, а не слово пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть вот это бережное отношение к сунне. То есть нельзя говорить от имени пророка то, чего он не говорил. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он сделал нам очень жесткое предостережение, предупреждение, что если кто-либо скажет от моего имени то, чего я не говорил, то есть пусть он приготовит свое место в аду. Пусть он приготовит свое место в аду. Поэтому нельзя говорить от пророка, даже от нашего имени нельзя говорить то, что мы не говорили. Так ведь? Если, например, те слова, которые я не говорил, кто-то придет куда-то и скажет, там, вот Юсуф так говорил, да? Вот он так сказал, а я этого не говорил, это мне не понравится. Но я простой человек, я могу ошибаться, я могу свое мнение высказывать, так ведь? И мои слова никто не примет как за сунну, как за шариат. Здесь поэтому вреда меньше. Но представьте себе, человек выйдет на минбар или придет к группе людей и скажет, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, еще добавит там достоверном хадисе, да? Или там в сборнике таком-то, и будет говорить то, чего пророк не говорил. То есть, получается, он введет группы людей в заблуждение. Поэтому это пресекается очень строго. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, кто будет говорить то, чего я не говорил от моего имени, пусть готовит свое место в аду. То есть он будет за это в аду, пребывать в аду. Поэтому Аллах сахласын, кому, если интересно, я могу дать, может почитать, может быть, найдет те хадисы, которые он использовал в жизни. И они окажутся или слабыми, или придуманными. Но это все есть. Поэтому здесь нужно быть очень-очень осторожным. Потому что бывает, что вот когда я, например, как имам, начинаю готовиться к хутбе, выбирается тема, и нужно раскрыть эту тему. И, конечно, мы опираемся на аяты,
на хадисы пророка, саллаллаху. И когда иногда вот находишь у какого-то шейха на уроке вот такой хадис, машаллах, машаллах, прямо заплачешь, да, прямо вот такой хадис, который вот пробьет сердца, а потом смотришь этот хадис, там, ученые говорят, что это мавдух, что это придуманный хадис, или там очень сильный загиф хадис. То есть даже загиф там есть разные, да, так ведь, которые противоречат достоверным хадисам, да. То есть есть искушение, да, вот что это же можно рассказать, но нельзя. То есть нельзя людей вводить в заблуждение. Поэтому, альхамдулилля, есть достоверные хадисы, есть хорошие хадисы. Иногда бывает даже так, что вот, например, ученые говорят, что вот этот хадис, он загиф, но ма'наху сахих, но значение его правильное. Но они говорят, что это загиф. Например, загиф или мавдух хадис, что вот могила является или же раудатан мин риядиль джанна, то есть садом из садов рая, или же яма из ям ада. То есть это недостоверный хадис. Но как бы значение, оно правильное. Но мы не говорим, что это хадис. Ученые поэтому, когда даже вот имамы, харама, когда дуа делают, они вот просят, чтобы Аллах сделал наши будущие вот эти могилы или могилы наших братьев и сестер, где они пребывают, чтобы Аллах сделал садом из садов рая. Они это говорят, но не говорят, что это хадис. Поэтому вот здесь нужно быть очень осторожным. Когда говоришь от имени сунны, от имени пророка, нужно всегда быть осторожным. Поэтому глава она есть, но давайте мы ее оставим. Давайте пройдемся, иншаллах. Я думаю, все-таки повторение мать учения, да, как там? Это не хадис. Давайте пройдемся по главам, которые мы прошли, потому что это уже не первый год мы изучаем, так ведь? Поэтому, иншаллах, я надеюсь, что будет в этом польза. Вот то, с чего мы с вами начинали, это айдаму ва фадлуль магфира, это величие и превосходство прощения. Вот что такое прощение? Когда человек совершает грех, и мы с вами отдельно говорили об этом, что человеку присуща греховность. Человек совершал и будет совершать грехи. Это природа людей. Так же, как человек, он всегда нуждался в еде. То есть без еды человек не может жить. Он всегда нуждался во сне, и он всегда будет нуждаться во сне. Это природа человека. И вот также есть природа греха, греховности человека. Человек, он никогда не будет ангелом. Он никогда не будет ангелом. И даже когда вот некоторые там предъявляют там претензии, да, вот он там у вас, он к вам в мечеть ходит, а сам такой, да, он сколько лет намаз читает. Ну, это мы часто слышим, да. И потом начинаешь им объяснять, что ислам, он не дает гарантию, что он превратит всех грешников в ангелов. Что он не говорит там, через 3 года ты у нас будешь ангелом, да. Такой гарантии нет. Нет такой гарантии, мы люди. И поэтому, как в хадисе говорится, «Кулюбна Адам хатта». Все сыны Адама, они грешные, они ошибаются. Но самые лучшие из этих людей, вот из этих грешников, да, это те, которые понимают, что они грешные, что они слабые, и они, что? Они каются. Они возвращаются к Аллаху с искренними покаяниями и просят у Аллаха прощения. Поэтому природа человека, она греховная. Человек грешит. Но человек должен всегда понимать свою слабость, свою греховность. И это качество, мы с вами говорили про качество человека и говорили про качество Аллаха. То есть аль-магфира, прощение, является сифатун мин сифатилля. Это атрибут из атрибутов Аллаха. То есть это качество из качества Аллаха. Аллах прощающий. И Всевышний Аллах в Коране много раз повторяет, что Он прощает грехи, что и Аллах Тааля набби айбади, мы с вами аяты читали, да?
набби ибади, то есть расскажи моим рабам, чтобы все знали, что я прощающий, что я прощаю. То есть Аллах Тааля каждый раз это во многих аятах, во многих сурах напоминает нам, что Аллах прощающий. И Он прощает, и люди не должны забывать. Они не должны отчаиваться в милости Аллаха, и они должны знать, что у них есть Господь, который прощает грехи. И также объясняя превосходство магфира, прощения, мы с вами говорили, что пророки начинали свои призывы именно к призыву просьбы о прощении. То есть наряду с таухидом, когда они призывали людей, чтобы они поклонялись единому Аллаху, они говорили «Истагфиру раббакум», то есть просите у вашего Господа прощения. Просите у вашего Господа прощения. И всегда говорили, что Аллах прощающий. Аллах прощающий. И Всевышний Аллах, Он облегчил для нас. То есть тауба, покаяние, просьба о прощении – это один из легких видов поклонения. То есть Аллах Тааля облегчил для нас акт именно покаяния. Потому что мы с вами еще приводили пример некоторых предыдущих поколений, когда за какой-либо грех они должны были совершить что-то такое, которое не под силам всем. А здесь Аллах Тааля не требует от нас чего-то сверхъестественного. Поэтому Аллах облегчил для нас вот этот акт покаяния, акт просьбы о прощении. То есть это вот что касается превосходства и величия прощения. Также мы с вами несколько лекций подряд говорили про айсматур русуль, то есть защищенность самых наилучших людей, то есть пророков от грехов. То есть мы говорили, что каждый пророк, который пришел со словом Всевышнего, с посланием от Всевышнего, он был маасум, то есть он был защищенным от грехов. И вот ахлю сунна валь джамаа, как должны были понимать это? То есть это были некие подобия ангелов, которые не могут грешить, не могут ошибаться. Или же все-таки это были такие же, как мы, люди, которые ошибались, но у них была некая защищенность, касающаяся именно вот таблиг, доведения истины. То есть мы с вами об этом говорили, так ведь? Поэтому Аллах Тааля, ахлю сунна валь джамаа акида, утверждает, что это были такие же люди, и они могли в чем-то где-то ошибаться. Но ни в коем случае ни один из пророков никогда не ошибался в доведении истины. Вот Аллах ему сказал так, а он это неправильно понял и довел так. Такого не может быть. Вот здесь каждый пророк был маасум, он был защищен. Да, пророки не делали мерзостей, пророки не делали не совершали величайших грехов, но мы знаем, что они ошибались. Но что касается доведения до людей истины, пророки не могли ошибаться, потому что они были маасумун. И мы с вами приводили в пример того же Адама, алейхиссалям. Адам, алейхиссалям. Так ведь? Как он забыл уговор с Аллахом. Это мы еще не говорим про то, что как он ошибся, он вкусил запретный плод. Да? Это отдельно. Мы с вами приводили хадис, где говорится, что когда Аллах Тааля показал жизни, то есть количество жизней, сколько проживут его дети, внуки, он увидел, как Дауд, алейхиссалям, Аллах дал очень мало. И он спросил, почему так? А могу ли я из своих лет, могу ли я дать ему какую-то часть? Где Аллах Тааля, когда Аллах ответил ему, что он может дать, но уже лишив себя этих лет. Он был согласен, потому что ему 1000 лет еще надо было жить, так ведь? Но, когда он отдал эти годы, 40 лет, когда пришел к нему ангел смерти, он сказал, у меня еще есть время. То есть он забыл.
Но он никогда не забывал в доведении истины до людей. То есть ничего не забывал, ничего не пропускал. Также мы привели пример, хадис, где приводили в пример пророка, который сел под деревом, и его укусил муравей, и он поддался гневу и уничтожил семейство муравьев. То есть он разрушил дом муравьев. И потом получил упрек от Аллаха. То есть Аллах не спаслал ему вахй и упрекнул его в том, что нельзя из-за одного муравья наказывать все его семейство. То есть это была ошибка его. Поэтому Аллах упрекнул его. Мы с вами говорили про тауба Адам, алейхиссалям. Мы говорили про тауба Нух, алейхиссалям. Мы говорили про тауба Ибрахим, алейхиссалям. Мы говорили про Муса, алейхиссалям. Как он какой он совершил грех. Так ведь? То есть он не рассчитал свои силы, ударил Киптия, и тот умер. Потом он каялся. Так ведь? Мы говорили про Муса, алейхиссалям, и Харуна. Мы говорили про сыновей Якуба. Когда ими одолела зависть, они увидели, что их отец любит их маленького брата больше, то есть Юсуфа больше них, и ими овладела вот эта зависть, и они даже хотели убить его. Да? Но Аллах образумил их, и они просто оставили его, оставили на погибель. Да? Хотя Аллах, у него были свои планы, так ведь они оставили его в колодце, бросили в колодец. То есть, потому что есть ученые, которые все-таки утверждают, что это были пророки. Да, они потом покаялись. То есть мы говорили про сыновей Якуба. Мы говорили про Дауд, алейхиссалям. Мы говорили про Сулейман, алейхиссалям. Мы говорили, что когда пришли люди к Дауду, алейхиссалям, когда две женщины, у них волк, то есть у них были младенцы, и волк убил одного из младенцев, и женщины начали спорить между собой, чей это ребенок, то есть ребенок, который выжил. Так ведь мы знаем, что они пришли к Дауду, алейхиссалям, потом пришли к Сулейману, алейхиссалям. И Дауд, алейхиссалям, ошибся, потому что до него просто информация дошла неправильно. То есть это был человек, вот это все доказывает, что это были люди. Также мы с вами читали про тауба, покаяние, Зуннун, обладателя рыбой. Это Юнус, алейхиссалям, так ведь? Который оставил свой народ. И Аллах Тааля наказал его так, что он потом просил прощения у Аллаха. И мы с вами говорили, что в чем была мудрость того, что Аллах открыл врата грехов перед своими пророками. Да? В чем была мудрость? А именно в том, что когда до совершения греха, например, пророк имел одну степень, но после совершения греха к нему приходило такое понимание, да, и он так каялся перед Аллахом, и через это покаяние у него степень была выше, чем до совершения греха. То есть, получается, грех, он оказался причиной такого покаяния, такого признания своего греха, что он, альхамдулилля, стал ближе к Аллаху после совершения греха, через именно вот это покаяние. Также мы говорили про ошибки нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где когда Аллах упрекнул его за то, что, например, когда ему подарили Мария аль-Киптия, это была египтянка, она была копткой, потом приняла ислам, то есть она была христианкой египетской, потом она приняла ислам. И когда египетский правитель подарил пророку, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем, что она родила Ибрахима, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, да, но здесь проснулась ревность Аиша и Хафса, да, по-моему. И вот там пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поддался вот этой слабости, что, то есть не смог противостоять упрекам жен и обещал, что он не приблизится к ней. То есть он сам себе запретил Марию, и за что и получил упрек от Аллаха. Это сура Тахрим, первый аят. Поэтому вот это показывает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выбрал не самый правильный путь, не самое правильное решение. Поэтому это был человек. И он получил упрек
через Коран, через аят. Также мы знаем сурату Абаса, так ведь, когда посланник Аллаха саллаллаху давал знания, призывал группу людей, и пришел человек слепой, который, может быть, не знал, что пророк саллаллаху занят, да, и он начал перебивать, и пророк саллаллаху посмотрел на него, нахмурившись, да, и показал свое недовольство, и Аллах Тааля упрекнул его за это. Так ведь? Поэтому вот это с одной стороны показывает, что это человек, а с другой стороны это есть доказательство того, что Коран не Мухаммад написал. Если бы Коран, как некоторые утверждают, что он был написан самим Мухаммадом, зачем ему в нескольких аятах упрекать самого себя? Так ведь? Поэтому Аллах упрекнул его за это, несмотря на то, что это был самый лучший из созданий Аллаха. Он лучше всех ангелов. Но это был человек, так ведь? И поэтому мы знаем, что в истории нет ни одного пророка, который был бы ангелом. И даже если ангелы приходили с каким-то назиданием, да, с каким-то посланием, мы знаем, они приходили только в облике людей. Так ведь? Хадис Джибриль, мы знаем, когда с черной бородой в белом одеянии пришел мужчина, это был Джибриль, алейхиссалям. Так ведь? Поэтому люди доводили до людей, потому что ангелы не могут понять состояние людей, не могут знать их слабости и так далее, и так далее. Поэтому пророки всегда были людьми. Поэтому это была такая серьезная тема, которую мы с вами также проходили. Потом уже мы с вами перешли непосредственно к причинам прощения грехов, асбабуль магфира. И также вот эта глава, она делится на темы. Первое, то, что мы с вами прошли, это хадисы, это причины прощения грехов, где говорится про прощение именно как предыдущих и последующих грехов. То есть здесь речь идет уже о всех грехах. И мы с вами начали уже первые причины приводить хадисы. Вторая причина, вот, например, первая причина это омовение, когда человек совершает омовение, тахарат Аллах, наилучшим образом. Да, мы с вами говорили, как Аллах прощает все предыдущие и последующие грехи. Саляту тасбих, вот как раз саляту тасбих. Сауму Рамадан, иманан вахтисабан, это пост месяц Рамадан. Это кияму Рамадан, это выстаивание ночных молитв. И вот так 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот так мы с вами проходили эти причины. Потом следующее, это асбабуль магфират лидзунуб мухаддама, то есть это причины прощения прошлых грехов. Как, например, вот мы с вами начали, аль-ислам яджуббу ма кабляху. Когда человек принимает ислам, то все его грехи, которые он совершил до принятия ислама, они все обнуляются. Счетчики все обнуляются. Так ведь? Мы приводили аяты и хадисы. Аль-хиджрату таджуббу ма кабляха. Также хиджра на пути Аллаха, переселение. Мы с вами говорили про переселение, сложнейшее вот это испытание, которое прошли сподвижники. Так ведь и Аллах, пророк саллаллаху обещал, что хиджра является причиной прощения всех грехов, которые были до этого. Аль-айбадату фил хараджи валь фитна, когда человек совершает поклонение во время смут, да, когда фитна, он поклоняется, он бережет свой иман. Когда вот посланник Аллаха сказал, придут времена, когда удержаться в исламе будет подобно тому, как удержать раскаленные угли в руках, и не все смогут удержать их. То есть будет очень трудно. И Аллах обещал этим, что те, которые все-таки смогут удержать, Аллах обещал им свое прощение за прошлые грехи. И вот так мы с вами начали. Одна причина, вторая, третья. Адзикру инда сима'и аль-муаддин. Слова поминания Аллаха во время азана. Вот здесь как бы даже таких ничего трудного нет, да? Просто повторяешь за муазином соответствующие слова, и Аллах тебя за это прощает все твои прошлые грехи. А во время намаза зикры, как, например,
когда «Сами Аллаху лиман хамида» говоришь «Раббана ва лякаль хамд». Ну, вот эти зикры после намаза, это вот «Субханаллах», «Альхамдулиллах», «Аллаху Акбар». Мы с вами говорили, что даже если у человека будет грехов столько, сколько пены в море, да, Аллах простит ему их прошлые грехи вот за то, что они будут говорить вот эти зикры. И некоторые виды намазов, например, совершение саляту ракагатайни ля сахва фихима, то есть если человек сможет совершить 2 ракагата намаза в жизни, то есть искренне, смиренно, что вот не думая ни о чем, то есть если он дойдет до этого уровня, вот эти 2 ракагата намаза будут причиной того, что Аллах простит им все прошлые грехи. Масхуль хаджариль асвад, если человек сможет дотронуться до черного камня, и некоторые виды зикров. Следующая тема, это была асбабуль магфира лидзунуб куллиха илля дайн, причины прощения всех грехов, кроме долга. То есть, что такое долг? Когда ты у кого-то взял, обещал вернуть, но у тебя была возможность, но ты не вернул. И человек может совершить какие-либо благие, великие дела, и эти дела могут быть причиной того, что Аллах простит все грехи, но не простит ему долг. То есть все грехи простились, но он понесет наказание за что? Вот за то, что он не вернул этот долг. И мы с вами говорили, что вопрос возвращения долга – это очень болезненный, очень проблемный вопрос, потому что, к сожалению, что касается денег, что касается материальных, у нас всегда проблемы. И эти проблемы как раз у нас и начинаются, когда мы доходим до материальных вещей. Потому что когда мы 2 брата, машаллах, читаем намаз, да, в мечети, Коран, мы такие братья, любим друг друга, машаллах, но когда мы пересекаемся, там уже за пределами территории мечети, где-то на рынке, где-то там в торговых моментах, торговых отношениях, к сожалению, да, когда дотрагиваемся до чужого нафса, да, у нас начинаются проблемы. И вот как раз обязанность возвращения долга, мы говорили, что это ваджиб, что это фарз, и человек, если имея возможность вернуть то, что он взял в долг, если он умрет с этим долгом, это очень большая проблема. Мы с вами говорили, да, Пророк саллаллаху, когда узнал, что у одного сподвижника долг, он отказался ему джиназа читать. То есть он от чего отказался? Из-за жесткости его сердца? Нет, из-за милосердия его сердца. Потому что пророк знал то, чего люди не знают. Все хотели, чтобы пророк пришел, и, машаллах, как милость Аллаха, прочитал джиназу за этого брата. Все желали этого. А пророк знал то, чего другие не знают. И он сказал: у него есть долг? Сказали: да, есть долг. Тогда сами читайте со своего брата. Он отказался. И он не стал читать за него джиназа, пока один из братьев не взял на себя обязанность вернуть его долг. То есть он сказал: его долг – это мой долг, я это верну. Пока вот этого не было, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он не читал. Почему? Потому что он понимал, что имея долг, если он вернется к Аллаху, то он понесет за это наказание. Он это прекрасно знал. И дал всем знать. Дал всем понять, что к Аллаху нужно возвращаться только без долгов. Поэтому здесь речь идет шахада, то есть мученическая смерть. Умереть шахидом, да, вот как мы говорим, страшное вот это сейчас сегодня слово, оно, к сожалению, исказилось, и поэтому человек, который погибает на пути Аллаха, как человек, и мы знаем, что шахада, именно мученическая смерть, это не только там связано с сражением, там, с войной, так ведь это и смерть из-за некоторых болезней, потому что болезнь – это всегда больно, это всегда испытание, человек проходит через это испытание, да, и иногда
перетерпеть какую-то болезнь, может быть, даже больнее, чем перетерпеть там какую-то войну или умереть от оружия врага, так ведь? Поэтому это очень тяжело. И, альхамдулилля, посланник Аллаха, саллаллаху, их тоже назвал шахидами. Поэтому таун, чума, женщина, которая умирает, будучи беременной, то есть из-за этого, то есть когда она несет в чреве будущего человека, и организм, может быть, не выдерживает, из-за этого, если умирает, да, тоже является шахидкой. Так ведь аль-гараку, аль-хадму, аль-хараку, то есть человек, который утонул в воде, в море, утонул, то есть речь идет о мусульманах, потому что люди всегда тонули, корабли тонули, и людям приходилось плавать, не просто там путешествовать, отдыхать, как сегодня, да? Например, люди кормили свои семьи, они покупали товары, они перемещались вот так. Кто-то в хадж ездил, да? Потому что раньше дорог не было. Даже вот если посмотреть, вот именно, например, наши земли, где жили наши предки, еще где жил Реза Фахраддин, Шейхабуддин Марджани пишет, Галимджан Баруди пишет, раньше дорог не было, машин не было. На чем они? Они садились здесь, в теплоход, и даже в Уфу на теплоходе они, не потому что там они богатые все были, да, потому что, дорог не было, везде было грязно, транспорта не было, таких комфортабельных автобусов, ничего этого не было. Был что? Вот теплоход был, пароход был. Они садились в этот пароход, и они, вот Галимджан Баруди там целые эти пишет, там мемуары пишет, когда он путешествовал, вот, там, как они останавливались, как они посещали разные деревня, села, как он с людьми встречался. Там. Вот поэтому люди погибали, люди тонули, и это есть мученическая смерть. Аль-хадам, то есть когда человек остается под руинами, мы говорили, что это шахада. Так ведь аль-харак, когда человек сгорает. Аль-маджнуб, то есть это человек, который умер от болезни, из-за болезни. Асуль, аль-маджнуб, это то есть болезни легких, это плеврит, туберкулез, там, рак легких, может быть, так ведь? Рак легких, это новые уже болезни. Поэтому это тоже есть шахада. Манифтарасаху сабо. Также человек, которого растерзало животное, дикое животное напало на человека, и он умер, это тоже шахид. Потому что так умирали. Аль-Мабтун, человек, который умер из-за болезни живота. Аль-Нуфаса, женщины, которые умирали после родов. То есть после родов. И вот именно женщина, которая умерла из-за того, что родила ребенка, вот во время нифаса, она тоже является шахидкой. Ну, машаллах, это великое дело. Она родила. Это нам иногда букет цветов жалко. Или не жалко? А? Женам нашим. Конечно, не жалко. И больше дадим, потому что какими бы сильными мужчины не были, мы не можем родить ребенка. Это только им. Так ведь? Поэтому она, если даже умирает, она шахидка. Это милость Аллаха. Это милость Аллаха. Тот, кто упал с животного, фи сабилилля, будучи на пути Аллаха. То есть это, например, во время хаджа, умры, кто-то знание брать направился, упал, и его задавило животное, или он сломал там. Как, например, мы знаем, во время пророка саллаллаху упал человек в храме с верблюда и сломал шею. И посланник Аллаха саллаллаху сказал, что он шахид. Также мы знаем, что человек, который погибает, защищая себя, свою землю, свою семью, свое имущество. Ну, вот, например, та же самая Великая Отечественная война. Да? Враг пришел, и наши отцы, бабайлар, они погибали, защищая свои семьи. То есть, иншаллах, будем просить у Аллаха, что все мусульмане, которые погибли, они шахидами погибли. Будем просить, не будем утверждать, что они там все уже шахиды, они все в раю. Потому что это такая вещь, которую мы должны просить, а не утверждать. Так ведь? И дальше идем. Следующая наша тема была, это асбаб ухра, то есть это другие причины. И вот как раз деяния, совершая которых человек
Аллах ведет его в райские сады. То есть вот как раз хадисы, которые указывают, вот если ты сделал то-то, то-то, Аллах тебя ввел в райские сады. То есть мы говорили про это, потому что человек не сможет оказаться в раю, если за ним грехи. То есть человек, чтобы ему попасть в рай, нужно, чтобы у него простились грехи. Получается, если где-то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, или Всевышний Аллах в Коране сказал, что за то, что человек совершил вот это благое деяние, значит, за это он попадет в рай, за это Аллах ведет его в райские сады, значит, мы должны понимать, что за это дело Аллах простит ему его грехи. Значит, за это Аллах простит ему грехи и введет в райские сады. Потому что оказаться в раю, имея грехи, невозможно. Если человек оказался в раю, значит, Аллах простил ему грехи. Значит, то деяние, которое служит причиной того, что ты, иншаллах, будешь в раю, это деяние является причиной того, что Аллах простит тебе твои грехи. Ну, это мы начали с единобожия, таухида, потому что без единобожия человек не сможет быть в раю. Амалю салихат – это совершение благих дел, это асидк, то есть это праведность, то есть когда твой язык, твое сердце, оно говорит и делает одно. Аль-хушур – смиренность перед Аллахом, понимание того, что какой ты слабый и какой великий твой Аллах, всемогущий. Хифзуль фардж – это целомудрие, когда человек защищает свое тело от зина, от всех непристойных дел. То есть здесь речь идет уже о состоянии души, сердца. То есть это виды поклонения, которые связаны с нашим сердцем. То есть хашьятуллах – это когда человек страшится Аллаха, ашукру лилля – это благодарность Аллаха, таваккуль – упование на Аллаха, ат-таква – богобоязненность, аль-якин, то есть якин – это убежденность без каких-либо примесей сомнения. Аль-хая – это стеснительность. Мы говорили, что стеснительность является причиной того, что ты будешь в раю, значит, причиной того, что Аллах простит тебе твои грехи. Дальше идет уже причины прощения грехов, связанные с намазом. То есть это, как, например, азан. Сам азан является причиной прощения грехов, то, как мы его слушаем, то, как мы его говорим. Салятуль джамаа, тот же намаз можно совершать в коллективе, и это будет причиной того, что Аллах ведет тебя в райские сады, простит тебе грехи. Тот же намаз, который мы совершаем в коллективе, мы с вами прошли хадисы, можно совершать фиссофиль ауаль, именно в первом ряду, в первых рядах. Значит, нужно быстрее идти на намаз, первым прийти. Васлу суфуф, также мы говорили про соединение рядов, как, например, ты зашел, люди встали на третий ряд, а ты видишь, что на втором ряду еще места остались. То есть ты должен соединить эти ряды. И за это, иншаллах, Аллах ведет тебя в райские сады. Ас-суджуд, это уже отдельное положение верующего во время намаза. Это именно когда он падает ниц перед Аллахом. Также гуслюль джумра, салятуль джумра, это пятничный намаз. Мы говорили про именно омовение в день джумра, перед джумра и так далее. Киямуль лейль, 12 ракаатов намаза каждый день, кроме фарзов. То есть это как раз сунны, про это мы с вами говорили. Так ведь, что Аллах, тот, кто будет хранить эти 12 ракаатов постоянно, Аллах ведет его в рай, он построит ему дом в раю. А если Аллах построит ему дом в раю, а он будет в аду, это неправильно, так ведь? Значит, он будет в раю за это, и значит, будет он жить в этом доме. Значит, у него простятся грехи. Аль-инфак, то есть это садака, когда человек расходует на пути Аллаха. Ну, дальше мы с вами говорили про ас-садака, вот тасаддук, именно когда человек жертвует на пути Аллаха. Аль-хазинуль амин, когда человек берет у кого-то садака, у богатого, как аманат, и доводит это до адресата. И мы с вами там 2 или 3 хадиса, я эти хадисы запомнил, потому что нам, хазратам, все время приходится у кого-то брать и кому-то давать. Это аманат, да? И это равносильно тому, что как будто он сам дал ему это. То есть, например, тебе кто-то пришел и сказал, вот у меня там 1000 рублей, вот я хочу, чтобы ты это довел до нужного человека. Ты находишь этого человека, и машаллах, то есть здесь есть
ты, есть шайтан, есть Аллах. Так ведь? Поэтому человек может потерять это, он может не довести аманат до адресата. Но, альхамдулилля, если он был богобоязненным и довел аманат до адресата, нашел нужного человека, передал ему это равносильно тому, что он сам это дал ему, и это будет, иншаллах, причиной прощения его грехов. Про это мы с вами говорили. Дальше идет помощь. Мы говорили про помощь нуждающимся, потому что Аллах прощает грехи не только там, через намаз, через уразу, хотя про уразу отдельная 5-6 причин. А также мы служим друг другу, помогаем друг другу, и посредством этого Аллах прощает нам грехи. Мы говорили, такие редкие хадисы читали, но они, альхамдулилля, хотя редко их приводим, но они достоверны или с хорошим иснадом, как, например, Исмауль Асам, когда ты помогаешь, хадис, в который указано то, что когда ты помогаешь услышать тому, который не слышит. То есть Аллах лишил его слуха, и ты делаешь что-то такое, которое помогает ему слышать. Например, даже аппарат подарил ему. Или еще что-то, так ведь? Хидаятуль а'ма. Или, например, ты показываешь дорогу слепому. То есть он не может сам, а ты показываешь ему дорогу. Альхамдулилля, есть у нас братья, которые прямо бисмилля берут слепых братьев в хадж. Они берут специально, чтобы вот с ним вместе ходить. Иншаллах, это столько аджра, столько наград, да? Потому что действительно, есть с ними проблемы, надо за ним ухаживать, надо ему помогать. Вот именно про то, как ты показываешь правильный путь слепому. Или, например, человек, который просто потерял дорогу, не знает найти, и это тоже, когда ты показываешь ему дорогу, вот тебе, брат, надо туда, это тоже причина прощения грехов. И'анату даиф, когда человек потерял силы, а ты помог ему. Например, у него, в жизни разное бывает, да? А у тебя есть возможность помочь ему. Например, он работу потерял, семью не может кормить. То есть фарз, который он обязан совершать перед семьей, он не может. А у тебя есть возможность помочь ему с работой или с чем-то. Это все, альхамдулилля, это все причины прощения наших грехов. Также ат-та'бир аниль артам, человек, который не может выговориться, не может говорить, и ты помогаешь ему говорить, например. Ты его понимаешь, кто-то не понимает, и ты доводишь до того, кто его не понимает, потому что сам понимаешь. Вот помогаешь человеку, который в нужде. Дальше идет уже отношение друг с другом, например, тоже ат-табассум фи ваджхиль муслим, когда видишь брата и улыбаешься, это тоже причина прощения грехов. Когда здороваемся, когда братья мусульмане пожимают друг другу руки, то в хадисе говорится, да, что их грехи падают так же, как падают листья с дерева осенью. Вот про это мы с вами говорили, да? Дальше идет несколько причин, связанные с постом. Именно, например, добровольные виды поста, саум йому арафа, что поститься нужно в день арафа, ашура, ман фаттара саиман, кто разговляет постящегося, то есть дает возможность делать ифтар. Кстати, завтра у нас ифтар, да, и кто-то может прийти разговиться, кто-то может помочь в приготовлении стола. Аль-умра, это уже хадж, дальше идет хадж, умра, таваф, сам таваф является причиной. Шурбу замзам, биниятль магфира, это у нас следующая причина была как раз с хаджем, с умрой связана. То есть, когда человек пьет замзам, именно с намерением, чтобы Аллах простил ему грехи. Идет дальше джихад. Мы с вами говорили, что понятие джихада, оно очень такое сложное. Не просто как некоторые думают, бисмилля, пошел кого-то убил. Некоторые же так думают. Где-то какой-то амир всех позвал на джихад, и он пошел. Нет, конечно, нет. Дальше уже через терпение, машалла. Вот очень хорошая была у нас тема
аль-ибтиля, когда Аллах испытывает, и когда человеку больно, когда человек теряет кого-то, когда человеку приходится терпеть, вот это через терпение, через испытание Аллах прощает очень много грехов. Даже вот мы с вами приводили хадисы отдельно, «Ман сабара аля факди сафиихи», то есть когда человек проявляет терпение, теряя своего близкого. Даже в хадисе не говорится там ребенка, там, жену, там, мать, нет, говорится сафиихи, то есть сафиюн это близкий к сердцу человек. То есть это может быть и твой ребенок, это может быть это твоя жена, это твой муж может быть, это могут быть твои родители, это может быть просто твой друг, твой брат, с которым ты вот сколько лет вместе, да, Софию. То есть не обязательно там, это твой родной человек, да. Бывают люди, может быть, кровью они чужие, но, машаллах, они такие родные для тебя, так ты их любишь, и вот когда их теряешь, вот когда тебе тяжело, так тяжело, но ты проявляешь терпение, и Аллах прощает тебе грехи. Ман сабара аля факди басарихи, когда человек теряет зрение, Аллах лишил его зрения, и он проявляет терпение. Когда Аллах лишает его слуха, когда Аллах лишает его, вот здесь уже факдуль валят, ребенка, вот эти моменты все мы с вами проходили, так ведь? Ну, это только половина. Ну, альхамдулилля, очень много причин. Через проводы усопших, джиназа, аль-гусль, как раз вот практика у нас такая была, да? Кафан, вот это все. Как ты провожаешь, как ты участвуешь в джиназа намаз, все это причина прощения грехов. Дальше идут зикры, чтение различных аятов, различных сур, хадисы мы с вами говорили, да? Дальше идет кафара, то есть ты совершил какой-либо грех, и ты должен понести искупление за этот грех. Например, ты испортил пост, ты должен понести наказание, то есть 60 дней поста, например. Да? Вот эти 60 дней поста являются чем? Причиной прощения твоих грехов. Прощения твоих грехов. Мы это с вами говорили, да? И так далее, и так далее. И вот уже потом шафара, отдельная тема была заступничество. Потом уже в конце мы с вами говорили про истигфар, отдельно говорили, как правильно просить прощения у Аллаха, просить прощения. И уже садахатун джария. Уже в конце, еще недавно, да, несколько недель назад мы говорили про садаха джария. То есть это те праведные дела, аджр, награда, за которых ты будешь получать еще после смерти, иншаллах. После смерти и некоторые деяния, награда которых мы можем посвятить другим. То есть нашим умершим братьям, сестрам. То есть это чтение Корана, это садака, это хадж, это обещанный Аллаху пост и так далее, и дуа, про дуа говорили. Так ведь? И завершили уже, это уже была прошлая лекция, Аллах может простить нам грехи и без каких-либо причин. Так ведь? Без каких-либо причин, потому что Аллах любит прощать, и Он многим своим рабам простит грехи. Поэтому, дорогие братья, джазакумуллаху хайран, кто был, пусть Аллах, иншаллах, смилостивится над нами и простит нам наши грехи, особенно тем, которые были постоянны в посещениях этих уроков. И, иншаллах, у нас еще есть некоторое время до поста месяца, до начала месяца Рамадан, поэтому, иншаллах, с устазами посоветуемся, может быть, какую-нибудь небольшую книжку возьмем, чтобы вот, то есть лишать вас, иншаллах, желающих лекций по средам мы не будем, иншаллах, лишать не будем, то есть следующая среда будет лекции, но на час мы перенесли, так ведь? На час мы перенесли, поэтому, иншаллах, следующая лекция у нас будет, но уже не на эту тему. Ну, посмотрим, может быть, какую-то книжку начнем, может быть, связанную с месяцем Рамадан, потому что все-таки уже все ближе и ближе. У меня, дорогие братья, одно, еще раз я повторяю объявление, 3 числа, в это воскресенье, мы, иншаллах, организовываем такой семейный отдых мусульман, такой семейный отдых на базе Динамо, это вот как раз поселок Мирный, проезжаем в сторону Петровских, Куяшлы, Солнечный, да, и вот прямо на повороте направо, там такой баннер
висит «Динамо». И вот там, иншаллах, у нас будет отдых для наших семей. То есть поэтому до этого мы проводили Ураза Байрам, Курбан Байрам, ну там как-то связано с праздником, а здесь это просто вот этот семейный отдых будет. Поэтому у нас, если в 9 часов мы собираемся, иншаллах, ну, нужно обязательно семьями, то есть жена, дети, чтобы там были. У нас будет центральная там площадка, сначала будет открытие, такое уж торжественное открытие, да, иншаллах. Потом женщины и дети остаются на этой площадке, то есть вот эти программы все, эстафеты, там вот эти спортивные состязания, все будет отдельно. То есть женщины, дети будут там, какие-то дети пойдут уже с папами. То есть мы отходим от этого места где-то на 200-300 метров, у нас будет отдельная площадка, иншаллах, и уже эстафеты, вот эти состязания, они будут уже для пап отдельно. То есть жены пускай там, ну, как говорится, подурачатся там отдельно от нас, так ведь им тоже надо, чтобы потом нам было проще жить, отдохнуть надо, да? Иншаллах, мы будем здесь отдыхать, потом у нас будет обед, иншаллах, обед, ну там кулеры, чай, там все будет, иншаллах, горячий. Потом мы планируем обед, иншаллах, вот наши братья-повара сделают плов, иншаллах, плов, хороший плов. Но мы арендуем там столовую, ну, столовую только на 100 человек. Поэтому будем вот так, ну, немножко вот, пока, конечно, ну, кто-то, может быть, на улице просто покушает, одноразовый возьмет, да. Ну, сначала жены, дети, иншаллах, туда пойдут уж. В столовой там тепло, там хорошо, чай попьют, плов покушают. И потом уже намаз, иншаллах. Ну, после намаза как раз обед. Там есть шатер большой, там намаз почитаем. Ну, прокат там, лыжи, тюбинги, это все, иншаллах, будет. Ну, для кого-то там снегоходы, там даже верхом можно поездить, иншаллах. Поэтому вот надо вместе, так ведь? Потому что сейчас все организуем, там, если братьев, сестер не будет, это тоже будет плохо. Ну, альхамдулилля, некоторые уже дали понять, там, вот там, машаллах, хорошее, говорят, это мероприятие организовываете, деньги, наверное, зарабатываете. Я, конечно, хотел сказать, у вас в Казани что так, что ли? Любое мероприятие, значит, там бизнес, деньги зарабатывать. Альхамдулилля, у нас где-то, вот мы сейчас посчитали, где-то 120 тысяч расход. 120 тысяч будет расход. Пусть Аллах будет доволен нашими братьями. Вот или Салмачтан дальше, Вишневка, да, мечеть, маленькая мечеть. Там вот братья позвонили сами, сказали, давайте плов мы на себя берем. Потому что только плов там на 40 тысяч. На 400 человек мы плов готовим. Альхамдулилля, не только с изюмами и с мясом. Поэтому, если бы они не взяли, это нам бы Закабанная мечеть на себя взяла бы. Поэтому они взяли на себя плов, и вот один брат пришел тоже, сказал, аренда там, за аренду сколько-то попросили, он аренду сам закрывает. А остальное, вот получается, там подарки вот эти детям, все равно надо, так ведь? Пока таких там желающих в очереди нет. Поэтому у нас такого намерения, чтобы там собрать всех, заработать деньги, у нас такого не было намерения. Поэтому, и плюс еще там есть гостиница небольшая, можно снимать номера. Мы договорились на полдня. Там сколько там, 3, например, койки. Человек может брать 1000 рублей дает, там, например, берет себе комнату, они могут там переодеться, там, жена, дети могут зайти туда. Ну, комнаты есть они. Я не знаю, сколько комнат, но, альхамдулилля, есть гостиница. Кому-то понравится, может там на целые сутки снять и там остаться. Но это уже за ваш счет. Тут уже Закабанная мечеть вам и гостиницу не будет снимать. Поэтому, ну, давайте, братья, поклоняться вместе, знаний брать вместе и, как говорится, отдыхать вместе, да? А потом посмотрим, иншаллах. Может, если там аппетит придет, может, на следующий раз там побольше базу возьмем. Ну, надо вместе жить, иншаллах, и дружить. Джазакумуллах хайр. Субханакаллахумма бихамди, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.